Сегодня день, когда вы узнаете результаты конкурса, где вы создавали работы, видео, песни о Палестине. Расскажу небольшую предысторию. С 2021 года организован наш литературный кружок «Родники». Сколько было мероприятий, сколько создано событий. Осенью 2023 года я побывала на Аксаковском празднике, где познакомилась с председателем Чувашского отделения Международной общественной организации Императорское православное палестинское общество доктором Басамом Фатхи Аль-Балауи. Он познакомил меня с историей Палестины и с романом палестинской писательницы Аси Абдель Хади «Любовь и хлеб». Искренняя любовь к Палестине вдохновила меня, а затем и вас, на создание собственных творений. Администрация школы в лице директора Липской Ирины Евгеньевны и завуча Таракановой Ольги Александровны поддержали нашу творческую деятельность. Ольга Александровна Тараканова предложила создать свое сообщество, где будут публиковаться материалы и результаты наших занятий. Все ваши творческие работы и благодарности от Палестинского православного общества, они публиковались на школьном сайте, где учащиеся имели возможность их посмотреть и как-то отреагировать, оставить свой комментарий. В декабре 2024 года доктор Басам предложил вам поучаствовать в конкурсе на лучшее создание творений о Палестине, где главный приз – это роман палестинской писательницы Аси Абдель Хади. Всего поучаствовало 8 человек. И я сейчас их буду называть, и вы выходите здесь, и мы вас поприветствуем. Итак, это в основном участники 6 Б класса. Участников нашего конкурса. Через свои произведения они пытались достучаться до тех, в чьих силах остановить войну и вернуть палестинцам их родной дом. Каждый постарался по-своему осветить тяготы, которые выпали на долю палестинцев. Дети России против войны. Я сейчас вот назову только название их творений. Вы услышите, поднимайте руку. Итак, название творческих произведений. «Мы с тобой, Палестина». «Избавьте людей от кошмара сего». «Палестина верит в мир». Выражают поддержку родничков палестинцев в трудный период их жизни. «Спешите делать добро», побуждает всех Антон Павлович Чехов. И мои воспитанники, они откликнулись в собственном творчестве, попытки сделать этот мир лучше, добрее. И, конечно же, такое участие делает их жизнь счастливее. И сегодня торжественное вручение наград. Вдохновитель и организатор конкурса доктор Басам Фатхи Аль-Балауи решил наградить всех участников. И, конечно же, главный приз – это роман палестинской писательницы Аси Абдель Хади «Любовь и хлеб». Вы знакомились с этим романом в электронной версии.
Помните, как мы читали накануне Нового года главы из этого романа? Конечно же, мы заранее обговорили, что этот главный приз получит тот, кто выполнит самую лучшую работу. Но, честно говоря, когда доктор Басам просмотрел все видео, он не смог выбрать самую лучшую работу, и мы вместе приняли решение, что вы все будете награждены этим романом. Значок, и я вот небольшой такой вот сладкий тебе приз вручаю. Также два видео создала Елизавета Дудо. Спасибо ей огромное. В каникулы изучала и программу, и изучала все работы художников, кто рисует Палестину, и эти работы были вставлены в видео. Спасибо тебе огромное, тоже ты внесла большой вклад в дело мира. Прикрепляй. Также хочу отметить Бурханову Милю Даяновну. Это мама Артура на песню Вики. Поэтому огромное спасибо твоей маме и тоже небольшой ей приз. Ректор Института и культуры ЮНЕСКО, президент Международной гуманитарной академии Европа-Азия, член комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО и член президиума Российской ассоциации содействия ООН, посол мира. Представляете, вот его слова о Палестине все изучил Александр и в течение всех каникул создавал видео. Я тоже вот отдельно вручаю сладкий приз как благодарность за оказанную помощь. Выходи, Мария Кислова. Она тоже создала видео на текст палестинского поэта доктора Махмуда Аль-Батала. И тебе также вручается значок и сладкий приз. Спасибо тебе, Маша, огромное. И хочется отметить еще одного человека. Вот это Сонечка Герасимова. И уже получила свой приз. Но Соня сама создала несколько видео на свое творение. Изучила специальную программу, чтобы получилось очень крутое видео. Поэтому, Соня, я тебя тоже хочу отблагодарить вот таким сладким призом. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Прочитал мое стихотворение, наставление отца палестинца сыну, и тоже получил благодарственное письмо от Императорского православного общества. Я тоже вот тебе вот такой вот сладкий приз даю. И еще хочу одну работу отметить. Это Вика Ахмедшина, которая сразу же отреагировала. Два своих произведения, и песню, и стихотворение создала. Потом это стихотворение переделали в песню. Ну вот такой вот творческий у меня ребенок. Давайте станем поближе. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый директор 112-я школа, город Трехгорный, Челябинская область. Этот город, который теперь у меня в душе, в сердце, я его полюбил, хотя в жизни я его не посещал. И первый раз о нем в жизни услышал только в конце сентября 24 года. Раньше я даже не знал, что есть такой город.
уважаемая Ольга Александровна, уважаемая Елена Анатольевна Петерина, дорогие друзья, участники конкурса, творческого конкурса по Палестине для получения, скажем, приза роман книги «Любовь и хлеб» от Аси Абдельхади. Я весьма тронут всеми участниками и всеми вашими детьми, которые проявляют большой любовью, большой интернационализма, проявляют такого светлого ума, такого прекрасного понятия жизни. Это показывает, что этот город просто и его жители, это школа, это творческая группа, родники просто делают все для того, чтобы воспитывать новое поколение в духе патриотизма, в духе любви, в духе интернационализма, в духе любовь к людям, к жизни, к своему городу, к своему народу, к своей стране, к своей родине. А этого очень важно в жизни, если будем воспитывать детей, будем воспитывать новые поколения на патриотизме, на любви, на поэзии, то все общество будет выигрывать, все общество будет побеждать. И я очень рад, дорогие друзья, сегодня поздравить вас с Рождеством, с новым 25-м годом. Рождество, как вы знаете, Иисус Христос родился на святой земле Палестины. Его мать Мария, чистокровная Палестина, родилась она в городе Назарет, палестинский город Назарет. А сам Иисус Христос родился в городе Вифлеем, святой город Вифлеем. И с тех пор, как родился Иисус Христос, и как перешла христианство в мире, она играла огромную роль в жизни людей. Иисус Христос принес на земле мир, принес любви, принес миссию Бога. И эта миссия уже более 2000 лет делает наши жизни лучше, обогащает нас, делает нас более милосердными, более духовными, более любящие. И это имеет существенное значение. Дорогие друзья, я долго не буду говорить, но я хочу отметить тех замечательных участников нашего конкурса. Участники конкурса – это учащиеся 6 Б класс. Ахмедшина Виктория, Аникин Виктор, Кудрявцева Екатерина, Никифоров, мне кажется, Даниил, Юрин Александр, Бурханов Артур, Мельникова Майя и еще 8 участник 9 Б класса София Герасимова. Эти прекрасные ученики, я уверен, они будут великие деятели России, они будут великие поэты, великие писатели, великие люди будут играть огромную роль в жизни России. Они доказали через стихотворения, через песни, которые я услышал их, что они очень достойно представляют 112-я школа, достойно представляют замечательного, прекраснейшего города Трехгорный и Челябинской области. Они стали для меня символом любви этого города, символом понятия чистота, понятия порядочность, понятия честность, понятия развития людей в духе творчества с этого города. Хочу пожелать вам, дорогие друзья, чтобы 2025 год принес вам еще больше успехов, больше достижений. И сказать,
что я вас очень люблю и буду очень рад увидеть в этом году, в 25-м году, побольше ваших творческих успехов. Хочу вас попросить, любите Родину, любите Россию. Вы этим самым докажете, что вы можете любить и других. Кто не любит свою Родину, он не может никого любить. А наша любимая Россия нуждается в нашей любви, нуждается в том, чтобы мы ее берегли. Россия, так же, как и Палестина, многострадальная страна. В то же время, когда Россия освобождала мир от фашизма, многие, к сожалению, власти других стран ножами в спину России участвовали вместе с фашистами, с гитлеровцами против наших великих народов. Россия – это страна, которая отдала много миллионов ради ее свободы, ради свободы ее народа. Если бы не ваших великих отцов, великих дедов, вы бы сегодня не были, и, возможно, этот город не был трехгорный, и, возможно, народов России не были. Поэтому мы всегда склоняем голову перед этих великих людей, вы их последователи. Этот год объявлен год Героев Отечества, год 80-летия победы в Отечественной войне. А эта победа, как вы знаете, отдалась немалой кровью. Было стерто с лица земли больше 40 тысяч городов и деревень и поселков. Было убито, принято было говорить, что 28 миллионов. Но сейчас эта цифра уже меняется, потому что у меня есть такой друг, это герой России, Кураков Валерий Викторович, который занимается поиском уже более полвека, и он доказал, что количество погибших во Второй мировой войне гораздо больше. Из них, как он мне лично говорит, сейчас публикует даже в интернете, 19 миллионов только военнослужащих, 23 миллиона мирных жителей и другие остальные. Они погибли тоже в результате этой войны. Это несправедливая война, которая началась против России, и отмечаем в этом году 80-летие победы в ней. К великому сожалению, она не закончена еще, потому что фашизм поднял опять свою голову. И опять хотят сделать Украину как место, через которого продолжают нападения, продолжают эту войну на Россию. И как сказал Владимир Владимирович Путин, что те силы, которые воюют на сегодняшний день против России, которые не против них воюют на территории Украины, именно эти силы создали палестинскую трагедию. Это Великобритания, США и другие империалистические страны. И как вы видите, фашизм, который продолжается на территории Палестины с 1948 года, как была Палестина оккупирована, к великому сожалению, еще с октября 23 года он усилился. И идет полное истребление палестинского народа. На сегодняшний день сектор Газа, второй город в истории, который ему почти 20 тысяч лет, он стерт с лица земли. И убито, и погибших, мучеников, и раненых. Почти 250 тысяч жителей города Газа. Вы можете себе представить, это что такое? Израиль за это время захватил Газа, захватил часть Ливана, напал на Ливан, захватил часть Сирии. Сейчас Израиль 19 километров находится от Дамаска, столицы Сирии. Нападает на Иран, нападает на Йемен и на других стран. Фашизм не имеет национальности и не имеет гражданства. Фашизм, он в крови империалистических государств, которые устроили и Первая, и Вторая мировая война. И сейчас почти мы находимся в Третья мировая война, которая на Ближнем Востоке и которая на территории Украины против наших великих народов, против России. Я вас всех призываю, любите Родину, еще раз, любите Россию, любите своих педагогов, любите своих родителей, будьте преданными детьми для своих родителей. И сейчас я
прежде чем как завершить свое выступление, хочу вам рассказать о некоторых картинах. Попрошу, чтобы показали эти картины. Начну с этой картины. Вот эта картина, которую вы видите, это очень важная картина. Это народный художник Иордан ее написал, Имад Абу-Штайя. Это показывает человек, который не несет культуры своего народа, не несет историю своего народа, куда бы ни шел, и ничего не имеет духовного. Поэтому он сыпется, рассыпается, и можно в его голову что угодно положить, и он как сорняк. Просто этот человек, к великому сожалению, не заслуживает жизни. Поэтому я призываю вас все, носите культуру своего народа, своей родине. И никогда в жизни не думайте плохо о своих отцов, дедов. Будьте всегда благодарные граждане для своей страны. Любите Россию, любите свою малую родную трехгорный город Челябинская область. Любите Челябинская область. Дальше я вам расскажу, вот какая картина. В руках возьму. Вот где первая родина наша? Первая родина — это живот. Отрок матери, где мы живем 9 месяцев. Берегите своих матерей. Мать, которая носит нас 9 месяцев, потом мы выходим во вторую родину. Вторая родина — это в котором вы сегодня живете, Россия. Любите матерей, любите родину и берегите все, что Бог вам дал, и что родители в вас вложили. А вот это палестинские дети, которые сегодняшний день не находят кушать. Они живут без воды, без домов, без еды, без ничего на глазах. Всего мира отключили от них все. И как сказал Владимир Владимирович Путин, Газа стала самая большая могила в истории для детей. Это страшно. И никто против России более 20 тысяч санкций за то, что Россия спасла детей от войны. За то, что она эвакуировала детей, чтобы они не пострадали от войны. И за то, что и даже привлекают к ответственности за то, что спасали этих детей. А Израиль ни одной санкции, наоборот, еще оружие, еще миллиарды, лишь бы она продолжала истреблять целого народа. Это работа Мамун Ишаев, великий палестинский художник. Это тоже его работа, очень красивая работа. Палестинские простые жители. Вот во время около мечеть Аль-Акса, она зря не теряет время, занимается вышивкой. Что-то делает женщина в национальной одежде, другие общаются, другой палестинский мужчина, после как помолился, идет своим путем. Дальше. Сюда смотрим. Вот здесь у нас замечательная работа великого народного художника Иордана Имада Абу-Штайя. Посмотрите, палестинка в национальной палестинской одежде, палестинские цветы. И вот стена, это стена расизма, расовая дискриминация, которая построена, чтобы палестинцы не могли вернуться к своим домам, к своей родине, к своей мечети, своей церкви, своей школе. И, к великому сожалению, вот остается Иерусалим оккупирован, аннексирован. И более 13 миллионов палестинцев, иммигранты, не имеют права возвращаться к себе домой. Имад Абу-Штайя все предусмотрел в эту картину, включая того, что есть надежда в небе, о том, что вот придет Салах ад-Дин аль-Аюби или какие-то борцы, которые все равно родину спасут. Дальше мы сюда переходим. Вот цена хлеба, цена жизни. Палестинские дети лишены хлеба. И когда им бросают через каких-то стран муку на земле, чтобы их родители эту муку забрали, их расстреливают. И перемешивается мука и хлеб с крови их родителей. Их убивают. Они на сегодняшний день умирают от голода, от холода в палатках. Это фашизм в чистом виде, который передается прямым трансляциям на весь мир. И никакого осуждения, наоборот, осуждается жертва или приравнивается жертва с убийцей, с преступником. Вот как Владимир Владимирович Путин назвал Запад, США и НАТО империя лжи.
Лучше вообще не придумаешь. Настолько гениальное, правдивое название. А вот здесь тоже работа Ма'мун аш-Шаиб, палестинский великий художник. Палестинцы нуждаются в безопасности, в мир, в возвращении домой. Мать со своими детьми испуганные от бомбежки израильские и от ненависти, которую посылают им. Конечно, Израиль без Соединенных Штатов Америки ничего не значит. Израиль это всего лишь военная база Америка, самая большая военная база в пределе Америки. Как американский президент сказал, и американские руководители сказали, это наша военная база, ни больше, ни меньше. Ее там создали для того, чтобы грабить Ближний Восток, чтобы не дать арабских стран объединяться. Ведь мы один народ, мы были одно государство когда-то, нас разделили на 23 государств. Вот так они, к сожалению, хотят делать из великой нашей любимой России. А вот это здесь работа Павла Александра Вячеславовича, заслуженный художник Чувашской Республики, который переписывает правдивую историю, переписывает историю Палестины, как оно на самом деле есть. И вот из истории Палестины, видите, Иисус Христос, как палестинец, из христианства родилась в Палестине и перешла из Палестины во всем мире. Он написал здесь в палестинской национальной одежде до появления, до рождения Иисуса Христа, кому они клялись, кому они молились. А Иисус Христос освободил мира от всяких чепуха и передал колорит, передал вкус, передал цвет нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, хочу завершить свое выступление, сказать вам всем, что я вас всех очень люблю и выражать огромнейшую благодарность вашему руководителю Елене Анатольевне Петелина, которая мне показала, какой должен быть любящий своего города, своего родины человек. Какое лицо она показала, какую честность, какая порядочность, какой патриотизм. Это не просто человек, это как ангел. И я через нее полюбил вас всех, полюбил вашего города. И я безмерно люблю Россию за то, что в ней есть и живут такие замечательные, простые, но великие люди по всем статьям, как Елена Анатольевна Петелина и как вы, дорогие мои дети. Всех благ вам в новом году, счастья, любви, радости. Очень буду рад вас увидеть, следить за ваши успехи и радоваться всеми вашими успехами. Моему народу Палестины желаю освободиться от оккупации, желаю, чтобы остановилось истребление его с американским оружием и остановилось его уничтожение. И жил в мире со всеми народами мира. Мы не против какого бы то ни было народа. Мы не против самих евреев. Наоборот, мы их принимали после Холокоста. Мы открыли свои дома, открыли свои города, открыли свои деревни, принимали их. И к великому сожалению, это, видимо, оказалась наша ошибка, что ли, или как сказать. Вот и мы оказались без родины, и без домов, и без своих церквей, без своих мечетов. Нас разогнали по всему миру. И у нас одна мечта только – вернуться к себе домой. Вернуться, посетить могилы своих отцов, дедов. Я перед вами стою, я уже 26 лет свою родную мать не видел. Я не видел могилы своего отца и не могу посетить почти 28 лет. Вы можете себе представить? Я же такой же человек, как любой человек, который любит свою родину, любит своих предков, любит своих отцов, дедов. Я безмерно благодарен великая, любимая Россия, которая мне дала любви, которая мне дала семья, детей, в котором я живу уже более 40 лет, в котором я горжусь этой великой, замечательной, прекраснейшей страной. И самая красивая душа на свете – это русская, неповторимая душа. И всегда говорю и буду говорить, кто не родился в России, кто не учился в России, кто не жил в России, кто не посетил Россию, он просто зря провел свою жизнь.
Всего вам доброго, дорогие друзья. Писатель и религиозный мыслитель Николай Сербский говорил: можешь помочь человеку – помоги. Не можешь помочь – помолись. Не умеешь молиться – подумай о человеке хорошо. И это уже будет помощь, потому что светлые мысли – это тоже оружие. Ваше творение – это оружие в борьбе за правое дело. На нашей планете есть место наследия религий, культур, событий, страницы, созвездия, где святость под натиском бурь. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечная земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Летит колыбель православия, Россия расправит крыла. Подарок щедрот разноправие, сияние церквей купола. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Летит колыбель православия, Россия расправит крыла. Подарок щедрот разноправие, сияние церквей купола. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Здесь русская есть Палестина, где крепнет духовная связь. Араб, славянин, все едины, чтоб веры огонь не погас. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Окутала мглою изгнания, беда палестинский народ. Россия друзьям в испытание объятия свои распахнет. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. За землю святую свободу с Россией плечом к плечу стань. Положим конец исходу, разрушим врагов злобный план. Душа наша ты, Палестина, паломничеств вечных земля. Ты в сердце навеки святыня, опору и веру дала. Мы хотим выразить огромную благодарность доктору Басаму за ознакомление с судьбой Палестины, за то, что он дал нам возможность поучаствовать в таком замечательном конкурсе. Также стоит отметить, что большое впечатление на нас произвел роман Асии Абдель-Хади «Любовь и хлеб». Мы переживали вместе с героями, радовались и плакали с ними. Он дал нам бурю эмоций и впечатлений. Спасибо, доктор Басам. За это время я научился создавать видео, и мне это очень понравилось. В дальнейшем я буду делать еще клипы для песен Палестины.
Елена Анатольевна познакомила нас с историей Палестины, и я захотел создать стих. Когда я его создавал, мне понравилось искать рифмы к словам. И теперь я буду сочинять еще больше стишков. Я читал стихотворение «Напутствие отца палестинца сыну». Она мне очень тронула, ведь там затронуты высокие морали. И в дальнейшем я еще буду учить стихотворения и рассказывать их.